Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас в ближайшие 7 дней? Как поменяется ваша жизнь и что сама судьба для вас готовит? Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка готова. Давайте посмотрим. Ой, смотрите, какой олень. Очень красивый олень. Наклонил голову. А рога-то какие. Красота. Видите, вот тело оленя, ножки, да? Голова и рога. Олень — это знак возрождения, знак новой жизни, исцеления, знак перемен и перемен к лучшему. Вот с левой стороны явно вы не ждете. Видно, вам сейчас очень тяжело, либо так сильно усугубилась ваша ситуация, текущее положение, что последняя надежда растаяла. Возможно, какие-то трудности впереди, либо вы сейчас уже в трудностях, и как будто бы нет ни единой надежды. У кого-то нет надежды после ссоры с любимым человеком, у кого-то там с деньгами проблема, у кого-то с документами, у кого-то еще с чем-то. Но этот олень, он приближается к вам, и он склоняет свою голову перед вами. Перемены будут, и они будут к лучшему. Возрождение вас, знаете, как птица Феникс из пепла возрождается. Это новая жизнь, это новые события, это неожиданные и очень своевременные перемены. Если была ссора, вы точно помиритесь, еще и договоритесь больше никогда не ссориться, а беречь и любить друг друга, уважать друг друга. И если вам какой-то отказ дали, то, скорее всего, ошибка произошла. Либо признают ошибку, либо пересмотрят ваше дело. Да? Был отказ, теперь будет согласие. Сказали нет, теперь скажут да. У кого вот действительно там что-то пропало, да, либо у вас нет доступа к чему-то, все вернется на круги своя и даже во многом улучшится, потому что это именно возрождение. Возрождается то, что было потеряно, утрачено, либо то, что было у вас, там, не знаю, отобрано, забрато, да. Вот это очень хороший знак. Еще с левой стороны прям совсем не ждете, но вы точно получите. А еще один очень классный символ — это, смотрите, вот эта прекрасная райская птичка с таким шикарным хвостом, которая на яйце стоит. Видите, вот оно яйцо, а вот она птичка шикарная. Очень много нового. Либо что-то одно, но оно прям все перекроет, да, какая-то новизна необычная. Птица сама по себе очень сильный знак, а яйцо — это прям действительно как новое событие, которое все меняет. Птица стоит на яйце. То есть, скорее всего, будут новости о том, что все изменилось, все поменялось. Может, это эта птичка сама это яйцо снесла. Но это с правой стороны, ближе к линии судьбы. То есть, в принципе, я так скажу, вам высшие силы помогают. Либо какой-то человек, вот прям идет мне информация, что какой-то человек за вас молится. А может, человек очистки для вас проводит, да? А может быть, тот, кто любит, как жертвует собой, да, лишь бы у вас все было хорошо. Сильный знак, сильный. И еще мне показывают человека, который буквально, вот смотрите, растянулся, лицом вниз упал, причем перед вашими ногами. Вот кого-то сама судьба, либо высшие силы накажет. Накажет сильно. Упасть лицом в грязь — это, ну, как позор позорный, да, и не отмоешься. И буквально к вашим ногам этот человек падает. А может, кто-то пойдет даже на унижение, лишь бы выпросить вашего прощения, вашей милости. Но вот мне идет, что вы проигнорируете этого человека.
проигнорируете и, в принципе, правильно сделаете. Вам не нужен этот человек, вы никому зла не желаете, всех врагов вы уже как отпустили, простили, пусть живут с Богом, с миром, лишь бы вас не трогали. Но видите, у высших сил другие законы, да. Вот прям суждено вам увидеть, как этот человек в ближайшие 7 дней упадет и лицом прям в грязь, да. И это все перед вашими ногами происходит. Дальше, с левой стороны показывают огромное ухо. Верный признак того, что вас будут подслушивать, либо кто-то будет прислушиваться тайным образом, следить, не спускать с вас глаз, и уши навострены у этого человека. Поэтому контролируйте, что вы говорите, когда вы говорите, где вы говорите. Также по этому уху с левой стороны могут быть какие-то проблемы. Например, закладывает ухо. И также вы можете слышать звон в ушах. Это тоже знак, который вам посылают свыше. И если у вас звенит в левом ухе то, что вы думаете, либо то, что вы задумали, либо то, о чем вы говорите, это неправильно. И если звенит в правом ухе, здесь наоборот, все правильно, так и должно быть, так и сбудется, да, так положено. И еще, да, берегите уши, чтобы не продуло. Если какие-то есть проблемки, там вы ощущаете, что как будто бы закрыто ухо, да, плохо слышите, либо какой-то вакуум в ухе, обязательно идите в поликлинику, либо идите в аптеку, к фармацевту, опишите свои симптомы. Я знаю, что в некоторых странах фармацевты, они могут даже выписать сами вам лекарства, либо, по крайней мере, посоветуют какие-то капли, пока вы дождетесь приема у врача. Вот важно, не игнорируйте, не игнорируйте. И да, контролируйте то, что вы говорите, кому вы говорите, где, когда. Не надо. Лучше помолчать, чем потом нажить себе проблемы. Знаете, что вас могут подслушивать, либо специальная какая-то прослушка, либо случайно может произойти, но вот большое ухо показали. Дальше. Человек с шестеркой в руках. Вот шестерочка. Шестерка вообще знак взаимопомощи, знак даже каких-то совместных дел, делиться знаниями, помогать, коллектив, либо какое-то сообщество людей. Вас кто-то будет приглашать, либо вас, да, будут приглашать присоединиться к какому-то обществу, сообществу людей, к какому-то коллективу, либо помощь, да, человек будет собирать помощь. Не конкретно только с вас, да, может, с других людей, но, возможно, вы не сможете пройти мимо. Возможно, вы прям почувствуете, что именно этому человеку, либо на этот призыв о помощи мне нужно откликнуться. С левой стороны, да, это неожиданно, такое нельзя предугадать, но такое может случиться, причем повсеместно, с любым может случиться. Так, женщина метлой кого-то прогоняет, может, и бьет. Может, начнете прогонять и ударите. Кто-то, кто перешел все границы, кто-то, кто зашел на ваше поле, еще и пытается вас опередить, то есть вашим пользоваться, да, либо занять ваше место. Тут вы молчать не будете, возьмете метлу, либо какой-то предмет, похожий на метлу, и человеку покажете, как правильно себя вести, и что ваши границы ни в коем случае нельзя нарушать, что вы будете беспощадны, если кто-то будет покушаться именно на ваше место, на ваши границы, на то, что принадлежит вам. Возможно, вы сами от себя не ждете таких сильных и бурных эмоций. Но с другой стороны, возможно, действия человека, такие наглые, беспардонные, навязчивые, спровоцируют вас, и вы именно так и поступите. То есть сами по себе вы человек, я так понимаю, очень добрый, хорошо воспитанный, деликатный, интеллигентный. Но когда вы встречаетесь с откровенной гадостью, хамством, каким-то таким наглым, деструктивным поведением, то тут, конечно, эмоции берут верх. Возможно, да, вы говорили нормально, объясняли, что не надо этого делать, мне это неприятно.
я не хочу этого, да, я не разрешаю этого, а человек нагло лез. И тут вы понимаете, что, наверное, нужно с этим человеком его же методами пообщаться. Ну, будет результат. Человек так далеко убежит, что вы его долго не увидите. Это может быть и мужчина, и женщина. Свои границы вы отстоите, отвоюете. Да, зато, смотрите, какой всплеск адреналина, выпустите пар, да, хороший знак на самом деле. Да, себя нужно защищать, свое нужно защищать, это правильно. Дальше показывают какую-то ленивую кошку. Ну, это, наверное, не кошка, это какой-то крупный кот. Может, какой-то тигр, наверное, да. Может быть, и это пума. Ну, очень ленивый. Ленивый персонаж. Это может быть и мужчина, и женщина. Сильный человек, мощный человек, но лени хоть отбавляй. Да, сложно с этим человеком, вам придется сложно. И вы знаете, вот я вижу, что вы чем-то пытаетесь подманить эту кошку, сдвинуть ее с места ни в какую, просто ни в какую. И да, возможно, вам придется все делать самостоятельно. Человек настолько сильно разленился, либо такой момент, да, лени прям такой тотальный, что ни на какие приманки, ни на какие угощения просто не реагирует. И да, вам придется делать самостоятельно. Но, может, человек действительно очень сильно устал и не может пошевелиться. Хотя больше, конечно, похоже на лень. Может, вы догадывались, что человек ленивый, а тут вы как бы воочию убедитесь в этом. Да, что-то вам придется брать на себя, либо делать самостоятельно. Этот человек вам не станет помогать. К сожалению, но так тоже иногда бывает. Дальше черепашка, но она в панцире сидит. Она не движется, она просто залезла в свой этот домик и сидит. Что-то прям совсем будет заморожено, либо остановлено, там, не знаю, до выяснения чего-то, либо до разрешения чего-то. В принципе, черепаха небольшая, но тоже, знаете, такой момент, немножечко осадочек будет. Скажете, ну и так все медленно продвигалось, а тут еще и на паузу поставили, да, еще и заморозили. Ну, я не вижу, чтобы эта ситуация могла как-то от вас зависеть, либо как-то вы могли на нее повлиять. Просто придется, наверное, это принять как есть. Бывает. К сожалению, так тоже бывает. Дальше. Показывают, что у вас какая-то суета. Вот у вас будет как несколько дней, когда вы с утра до ночи суетитесь. Вот прям на разрыв человек, да? Несколько дел одновременно. Побывать в разных местах города там, за несколько часов. Переделать какой-то нереальный объем работы. И дома что-то сделать, и на работе подвиг совершить. То есть просто какой-то, как знаете, сумасшедший дом, авральный режим. Пару дней. Может быть, это будут разные дни, либо несколько дней подряд. Но с другой стороны, я вижу, что вы молодец, что вы умничка, вы совсем справляетесь. И там, где другой бы человек упал бы замертво, опустил бы руки, расплакался, вы нет. Вы наоборот там себя на прочность проверяете, сами себе удивляетесь, других шокируете, да, что вы так можете. Еще вот мне идет информация, что, возможно, на работе вы завоюете уважение и любовь не только коллег, но и начальства. То есть, ну, обычно начальство, оно не рядом, оно где-то там высоко, далеко своими делами занимается. А кто рядом? Коллеги рядом, да? Вот. А тут, видно, начальник либо начальница обратит внимание, с интересом будет наблюдать. И прям я вижу уважение и любовь в вашу сторону, да? Почет, уважение, любовь. Вот. Так что все не просто так, да? Вы себе буквально вот медальки зарабатываете. Скорее всего, для вас это отыграется какими-то вот внеочередными премиями, да? Либо даже повышением зарплатки, да? Либо чего по должности могут немножечко вас продвинуть. Либо когда появится новая вакансия, выше, чем ваша, то вас будут туда рекомендовать, либо даже вас попросят занять это место. Все, что вы делаете, вы нарабатываете себе активы. Это хорошо. Так, дальше. С какими-то вещами вам придется разбираться. Эти вещи, они какие-то странные, сложные, как что-то запутанное. Знаете, как гора,
какого-то хлама, да, каких-то вещей. Может, вы действительно будете перебирать вещи. Может быть, вы зайдете в какой-то магазин, а там прямо захламление. И чтобы что-то найти, придется прямо поковыряться. А может быть, у кого-то это действительно разбор полетов, понимание, что для меня важно, что не важно, что мое, что чужое, что актуально, что можно подвинуть. Ну вот как планирование и какая-то работа. Планирование и работа, да. Дальше какая-то женщина рядом с вами. Она предлагает вам свою помощь, но ее помощь, она какая-то, как сказать, не помощь, а вред. То есть человек честно, от всего сердца говорит: я буду помогать, я хочу тебе помочь. Но когда человек начинает оказывать вам помощь, оказывается, что это не помощь, а это вред. Да? Вот, ну, делает неправильно, просто неправильно, не так, шиворот на выворот. И вы окажетесь в очень неудобном таком положении. С одной стороны, ну что, надо поблагодарить, да, вроде человека чистого сердца действительно хочет помочь. А с другой стороны, ну с такой помощью, так вы вообще из проблем не выберетесь, да, вы дела не поделаете. Очень неудобненько. И вам тут такой прямой совет сказать человеку как есть. Но лучше поступить именно так, да, поговорить, отказаться от помощи этого человека, сказать, что не надо, потому что ты помогать не умеешь, да, либо ты делаешь все неправильно. Пообижается и потом отпустит. И еще я вижу, что к вам кто-то спешит с очень хорошими новостями. Это могут быть и новости, это может быть и предложение, и какая-то очень интересная информация. К вам спешит человек. Это может быть и мужчина, и женщина. Это может вообще быть какой-то посыльный, да, почтальон, курьер, там, с письмом, например. Человек спешит, чтобы вам рассказать, либо с вами поделиться. И, возможно, вам даже придется какие-то свои планы скорректировать, чтобы встретиться, либо кого-то попросить, чтобы что дежурили, да, если там приедет почтальон, либо кто-то с вами связался. Но вот мне идет, что это очень важно. Важно встретиться и важно поговорить, либо важно быть дома для того, чтобы, может, там расписаться надо, да, о получении там письма. Да, в принципе, коррекция планов и даже кого-то просить о помощи. Так, денежка. Я не могу сказать, для кого информация, но показано, что кто денег хочет заработать, у того получится. И причем вы можете заработать достаточно крупную сумму. Но вот надо что-то либо постараться сделать, либо где-то в нужное время, в нужном месте оказаться. Может, это какая-то подработка, может быть, это еще что-то. Вот кто хочет заработать, тот заработает. У кого есть такое желание, и мотивация, и необходимость, да, у вас точно получится, и вы заработаете. Но опять же, под лежачий камень вода не течет. Вы должны это понимать. Если вы будете сидеть дома и хотеть денег, то навряд ли они вас найдут. Так, дальше. Показывают ножницы. И эти ножницы... Так, глупый человек откуда-то взял ножницы, и этими ножницами как будто бы вас от себя отрезает. Но вам-то от этого, как с гуся вода, да, ничего плохого не случится. Наоборот, даже вздохнете с облегчением. Но этот глупый человек, он не понимает, что делает. Он вас теряет. Возможно, кто-то спровоцирует конфликт, да, потому что ножницы, они ведь острые, это лезвие, они режут. Может случиться конфликт. А может быть, человек вспылит, набузит и вот прям резанет по-живому. Вам вот вообще никак вот на вас это не ложится, вы даже глазом не моргнете. А вот человек, когда немножко остынет, прям за голову схватится: что же я, дурак, наделал, да, либо что же я, дура, наделала, да, глупая я женщина. И вы знаете, у человека какая-то паника. И, возможно, этот человек там тут же, да, как только в себя придет, начнет пытаться с вами связаться. Так что вы там не блокируйте сразу этого персонажа,
Ну, мало ли там действительно что-то там попутала, бес попутал. А может, человек, в принципе, да, проявил свой характер, не понимая, что можно, а что нельзя. Ну вот я вижу, что честно раскается и пожалеет, да, тот, кто отрезает. Дальше. Камень на голове. У вас камень на голове. Вы носите на голове камень. Это что-то, о чем вы думаете, что вам тяжело дается. Это то, что усложняет вашу жизнь. Вы еще пару дней этот камень на голове поносите, а потом вы найдете способ, либо место, куда можно скинуть этот камень. Как будто бы хорошая идея придет в голову, либо хорошая подсказка. Может быть, в принципе, да, ситуация настолько поменяется, что нет смысла дальше носить этот камень на себе, и можно будет его сбросить. Дальше. Мужчина с женщиной за руки держатся. Ну, это явный признак того, что будет взаимопонимание, сближение, либо даже какая-то договоренность между мужчиной и женщиной. Если пойдете на свидание, то свидание такое, знаете, многообещающее будет, вам точно понравится. И неважно, вы мужчина либо женщина, смотрите эту отсыпку. Если это какие-то дела между мужчиной и женщиной, ну, как бы вы тут солидарны, у вас все будет хорошо, все честно, взаимно, аккуратно. Прям то, что договоритесь, то и сбудется, да, так и все будет. Неплохо, очень даже неплохо. Если у вас был конфликт, либо недопонимание, ну вот, с мужчиной, либо с женщиной, то найдете общий язык, найдете точки соприкосновения, сможете договориться, сможете выйти из состояния конфликта. То есть отношения однозначно улучшаются. Дальше показывают, что вам придется маску надеть, какую-то роль сыграть. Возможно, вы не любите носить маски, это прям вообще не ваше, не про вас, но ситуация будет требовать. Где-то вам придется надеть маску, а потому что по-другому никак. Никак, вот просто никак. И скрипя сердцем, вы эту маску одеваете. Сначала будет очень некомфортно, а потом прям вживетесь в эту роль и даже поймете, в чем выгода, да? Почему люди носят маски, почему люди играют роли. Почему люди иногда лукавят? Это не обман. Да? Это, можно сказать, лукавить. Ну, это разное. Вот. Сделка с совестью. У вас вот прям четко показана сделка с совестью. Ну, опять же, да, вы ничего плохого не желаете, вы просто решили таким образом поскорее добиться своей цели, либо коротким путем добиться своей цели. А может, это единственный путь, чтобы добиться своей цели. Ну, не убудет, знаете, не убудет. И вообще вижу, что под конец вам даже и понравится. Войдете в роль, вкус войдете, да, вам даже понравится. Это не зазорно, это не грех. Кто у меня очень верующий, чист душой, поверьте, это не так страшно, как вы можете сами себе там нарисовать в голове. И еще какие-то опасные моменты показаны, но не для вас, а для кого-то другого. Почему-то мне идет, что вам кто-то что-то может пожелать, вот в лицо сказать, да, либо в спину сказать, что-то пожелать. И буквально этот человек в тот же день, либо на следующий день столкнется с этим пожеланием лицом к лицу. И будет прям паника, и очень много разговоров пойдет. Потому что человек так и скажет, что вот и меня сглазили, либо меня прокляли, либо на меня тут порчу наслали. Да? Ну, какие-то такие смешные разговоры будут. И тот, кто вам желает, он с тем, что желает, столкнется сам. Ну, либо сама столкнется. Буквально вот следующим днем не идет. Ну, не надо вам ничего желать, потому что вы мощно умеете зеркалить, и люди об этом уже знают. А кто не знает, тот и получает. Либо кто не верит, тот и получает. На дураков не обижайтесь. Им лечиться надо. Это, знаете, как тяжелое заболевание. Так, еще. То, что важно для вас, то, что важно, то и случится. Но не так, как вы себе в голове нарисовали, как вы фантазируете. Там как-то по-другому случится.
Вот за что-то вы переживаете, на что-то вы надеетесь, и вы в голове себе рисуете картинку, как это может произойти. То, что хотите, желаете, оно случится, но другим путем, по другому сценарию. Пути Господни, они неисповедимы. Вы получите то, что вы хотите, но все будет по-другому. Все абсолютно будет по-другому. Не могу сказать как, но показывает, что желание слева придет. Слева, сзади, со спины. То есть совсем другая история, а не то, что вы там себе перед глазами нарисовали. Дальше показывают мост. Мост очень узкий и такой крутой прям мост. Не каждый человек рискнет на этот мост зайти, да, либо воспользоваться этим мостом. Но вы точно рискнете. И я вижу, будет встреча, может, в прямом смысле слова, да, какой-то мост странный, и вы там окажетесь и с кем-то встретитесь. А у кого-то отыграется в переносном смысле, да, не на мосту, но просто будет какая-то встреча, где два очень рисковых, смелых человека смогут встретиться, познакомиться, либо просто встретиться, может, вы уже знакомы. То есть кто не рискует, тот не пьет шампанского, кто не рискует, тот и нужного человека не встретит. Мост сведет двух людей. А если это будет знакомство, знаете, что это знакомство, оно уникальное и оно очень-очень важное. Насколько важно, не могу сказать, и в чем важность этого знакомства тоже не могу сказать, но это очень важно. Вот прям не случайный человек. И вы не случайный человек, и тот другой не случайный человек. Дальше. Вот здесь показывают какой-то забор. Но он такой весь, знаете, хлипкий, наладан дышит. Там в нем куча дырочек в этом заборе есть. «Ходи, не хочу» называется. И, возможно, вы за долгое время впервые не пройдете через калитку, либо через открытую дверь, а именно пролезете в какую-то брешь в заборе. Это какие-то новые впечатления, новые эмоции. И вот немножко, знаете, как я нарушаю закон, я действую не по закону. Но с другой стороны, с таким забором, извините меня, это просто грех не воспользоваться. Будут какие-то страхи, что а вдруг кто-то узнает, а вдруг будут последствия. Нет, никаких последствий не будет, никто ничего не узнает. Тем более там такие толпы ходят, что если всех переловить, то, извините, что делать с этими людьми? Это чисто физически невозможно всех привлечь и наказать. Да, какое-то мелкое нарушение почему-то мне показано. А у вас прям совесть, да, совесть такая, не надо этого делать. Это нарушение, а вдруг нас поймают. Слушайте, так со своей совестью придется еще и договариваться. Я вижу, что без последствий, тьфу-тьфу-тьфу, но ощущения, конечно, будут прям такие адреналин на адреналине, адреналином подгоняет. Но да, интересно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.